Всем привет! С вами Темиров Лайв. Сегодня мы вновь поговорим о действиях Министерства внутренних дел. Наш первый выпуск вызвал странную реакцию со стороны МВД. Начались нелепые оправдания и обвинения нас во лжи. Мы решили еще раз вам показать, как сотрудники милиции участвовали в провокациях, и в этом выпуске вы услышите новые фамилии. Первый выпуск вызвал резонанс. Мы наглядно показали, что антимитинг организован при участии действующих и бывших сотрудников милиции. И задались вопросом, а можно ли использовать сотрудников в рабочее время для спасения своего министерского кресла? Но получили ответ, что сотрудники озаботились покоем своего министра во время обеденного перерыва. Так сказать, обеспечить порядок во время митинга, где было это, к слову, из 10-15 человек. Но обо всем по порядку. Вот они, те люди, которых так боится министр, что аж по собственной воле или нет сотрудники приходят на помощь в свой законный обеденный перерыв. Первыми провокацию начинают ветераны МВД. Этот человек, провоцирующий митингующих, никто иной, как адвокат Кемельбек Джаманкулов, ранее сотрудник Главного следственного управления. К нему присоединяется генерал-майор милиции Садырбек Дуанаев. Ну и как мы уже показывали, председатель Совета ветеранов МВД Султанбек Джошбаев. Сзади понемногу подтягиваются действующие сотрудники в гражданском. Начальники отделов ГУБОП и ГУР руководят процессом. Как мы уже говорили, это Нурдин Чулпанбаев и Чингиз Иманалиев. И послушно за ними идут другие сотрудники. А это кадры с другого видео. Участники, так сказать, праведного митинга почему-то скрывают свои лица, отворачиваются, закрываются капюшоном, видимо, совесть мучит за свой поступок. И понять их можно, когда министр самодур, то ты идешь против совести. В последующем пресс-служба ответит за них, что они все делают по собственной воле. Зачем тогда скрываться? Модераторы антимитинга, так сказать, профессиональные митингующие. Их около 5 человек. Аманбол Бабакулов известный по антикитайским митингам. Илимбек Исраилов известен по митингу в поддержку Матраимова. Марипа Алайкулова начала свою общественную деятельность после революции 2010 года. Была представителем Айколь-Алато в Аламедунском районе. Стала известной после провокаций на различных митингах. Здесь уже Аманбол руководит процессом, а позади него ему подсказывает Аскат Муратканов, начальник службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД города Бишкек. А на этих кадрах Талант Чукубаев, заместитель начальника ГУВД, с кем-то разговаривает по телефону и переговаривает с неопознанным мужчиной. Десять-15 человек митинга против насилия над женщинами решили разойтись. Двинулись по Фрунзе в сторону бульвара Иркинди. Илимбек Исраилов не унимается, продолжает преследовать и провоцировать. Здесь даже сотрудник в форме не выдерживает, отводит его в сторону. Тот ему шепчет что-то на ухо и его отпускает. А здесь еще одна провокация со стороны Исраилова. Как вы видите, он все время ходил без маски. А тут, чтобы придраться к Андрюше Токтанасырову, он специально одевает маску и начинает вопить направо-налево, что тот заражает всех вирусом. Довольно мерзкий поступок. Ну да ладно, ведь разогнать митинг с требованием отставки министра Уланбека Ниязбекова при массовке из сотрудников гражданки тоже низкий и мерзкий поступок. Итак, вышедшие на обед сотрудники продолжают активно участвовать в преследовании. Вот на этих кадрах уже знакомый нам Нурдин Чулпанбаев потерял своих людей и зовет некого Бакыта. На этих же кадрах Чингиз затерялся в толпе преследующих и провоцирующих. А это вот начальник следственной службы УВД Первомайского района Нурлан Тургуналиев. Он отделался легким испугом за дело по убийству Айзады, а точнее предупреждением. Видимо, теперь он имеет личные счеты с митингующими.
Еще опознали замначальника ГУВД города Бишкек Мирлана Насирова и замначальника 10-го отдела Айбека Джайлубаева. А теперь серьезно, пресс-служба МВД обвинила нас во лжи, издевательски так соврала, что все сотрудники выходили на обед и не принимали участие в антимитинге. Мы уже привыкли к тому, что ради Садыра Джапарова пресс-служба президента и даже ГКМБ врет. После расследования факт-чек KG об участии сотрудников СГО в агитации. А теперь что? Нам следует привыкать к лжи пресс-служб министерств? Я боюсь, что ложь и лицемерие станет нормой в Кыргызстане. А так, краешком души, все-таки надеюсь, когда-нибудь все это закончится и милиция будет служить государству и населению, а не исполнять личные прихоти министров или президентов. Ну и в концовке хотел бы вам зачитать часть одного из сообщений, которые нам присылают на канал. Там не все поддерживают министры, и они не хотят собирать людей. Многие это делают, потому что боятся потерять работу. Но если вы будете про это чаще писать, возможно, это прекратится, потому что их заставляют опять на завтра собирать людей, чего они не хотят делать. А когда уже больше людей об этом узнают, то они хотя бы убедят свое начальство, что люди пишут в соцсетях, и не нужно этого делать. Спасибо за то, что вы делаете, и не боитесь об этом говорить. Успехов вам! Я уверен и знаю, что в милиции есть профессионалы своего дела. И да, многие недовольны сумасбродными антигосударственными приказами. И даже тех, кого мы вычислили и показали, они просто исполняют приказ. Приказ незаконный. Я не знаю, что будет завтра, но уверен, что эти времена тоже пройдут. На этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на YouTube каналы Темиров Лайф и Темиров Лайф KG. До новых встреч!